В Ухте дан старт творческому благотворительному марафону по сбору средств для жителей ДНР и ЛНР. Серию открыл фестиваль единоборства в Дворце культуры поселка Водный. О том, как ухтинцы вносят свой вклад в поддержку пострадавших республик, расскажет Виктория Науменко. Не только показать спортивные достижения и устроить эффектное зрелище, но и помочь в большом общем деле. Именно такая задача стоит перед участниками этого благотворительного фестиваля. На сцене танцоры, спортсмены, рыцари в доспехах из клуба исторического фехтования и настоящие русские богатыри из Ухты и Водного. Давай, Игорь, еще. Идет, вот, скоро, потерпи. Есть! Вот так занимается белка. Посмотреть насыщенную программу зрители приходят бесплатно, а желающие кладут деньги в ящик для пожертвований у входа в зал. Такая идея родилась у директора спортивного клуба «Спарта» Евгения Карпаева и благотворительного фонда «Выбираю жизнь». Ухтинская администрация инициативу поддержала. Мы считаем нужным сделать, что можем, организовать, например, такой благотворительный фестиваль, показать свои умения и тем самым собрать какой-то фонд для того, чтобы приобрести самое необходимое, отправить туда, поучаствовать в таком благотворительном марафоне. Только за один фестиваль удалось собрать около 20 тысяч рублей. Эти деньги отправлены в благотворительный фонд «Выбираю жизнь». На них будут закупать вещи первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Будут закупаться медикаменты, те же витамины детям, да, то есть все именно для детей. В дальнейшем я с представителем с администрации, мы едем в конце месяца в Донецк, Луганск и точно все это передаем. Вот. Также сюда приехали, чтобы сообщить водинцам, то, что 10 апреля в 15:00, это воскресенье, будет благотворительный концерт-марафон во Дворце культуры города Ухты. Благотворительный марафон продолжится. Так, 10 апреля состоится большой концерт в Ухтинском городском дворце культуры. Собранные средства также отправят на закупку гуманитарной помощи. Кроме того, пункт сбора от фонда «Выбираю жизнь» организован по адресу Первомайская, 3 в Ухте. Сюда ежедневно с 10 утра до часу дня и с 4 до 7 вечера можно приносить детскую одежду, подгузники, бутылочки, школьные принадлежности, средства детской гигиены и нескоропортящиеся продукты. С конца февраля на территории муниципалитета работают и другие пункты сбора гуманитарной помощи. Та малая часть, которую мы можем помочь, да, чем мы можем посодействовать нашим гражданам, которые уже много лет находятся в стадии, значит, войны, да, и в текущий момент вынуждены покидать свои дома, да, то есть от бомб, от ракет, да, которые летят над головой. Это средства первой необходимости, это продукты питания, это средства личной гигиены. На сегодня из Ухты в ДНР и ЛНР уже отправлено 2 партии весом 4 и 7 тонн. На следующей неделе планируется еще одна. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.